парламенте республики прошло 68-е заседание Народного собрания Ингушетии под председательством спикера Магомета Тумгоева. Рассмотрели ряд ключевых вопросов, в числе которых итоги деятельности отделения Фонда пенсионного и социального страхования за 2024 год и внесение изменений в статью о социальной поддержке ветеранов труда в первом чтении. Амина Зязикова подробнее. 68-е заседание Народного собрания начинается с доклада о проделанной работе отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Республике Ингушетия за 2024 год. Численность пенсионеров в регионе достигла порядка 115 тысяч человек. В отношении 1710 граждан предпенсионного возраста проведена заблаговременная работа в целях уточнения их прав и лицевого счета. Пенсионный фонд предоставлял меры поддержки самым разным категориям граждан. Пенсионерам, семьям с детьми, федеральным льготникам, военнослужащим. По линии пенсионного фонда гражданам выплачивались пенсии, социальные выплаты, материнский капитал, пособия и выплаты на детей. Фонд социального страхования, в свою очередь, предоставлял гражданам больничные пособия, родовые сертификаты, технические средства реабилитации, путевки на санаторно-курортное лечение. Объединение пенсионного фонда и фонда социального страхования предусмотрело полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые были в компетенции двух фондов. Оно было направлено на повышение качества обслуживания граждан, более быстрое и удобное оформление мер поддержки. Важный вопрос в деятельности фонда – легализация заработной платы. Несмотря на предпринимаемые государством меры по выводу ее из тени, выплата в конвертах на сегодняшний день является одной из актуальных проблем. Основу будущей пенсии работника закладывает его работодатель, который ежемесячно уплачивает страховые взносы в систему обязательного пенсионного и социального страхования. Взносы учитываются на индивидуальном лицевом счете, который социальный фонд открывает каждому гражданину. Зачастую люди не оценивают риски, живут сегодняшним днем и тем более не задумываются о времени оформления выхода на пенсию. В этих целях отделение проводит разъяснительную работу как с работодателями, так и с самими работниками предприятий. Глава Минтруда Хаджибекир Муталиев сообщил о необходимости рассмотреть проект закона о внесении изменения в статью 4 закона Ингушетии о социальной поддержке ветеранов труда и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 в первом чтении. В настоящее время труженики тыла получают ежемесячные денежные выплаты в размере 411 рублей, ветераны труда – 260 рублей. Индексация выплат не производилась с 2014 года. Нами была предложена индексация в размере большем, чем сейчас она в проекте закона предлагается. В сегодняшнем проекте закона предлагается индексация 2 раза. То есть ветеранам труда предлагается 520 рублей, ежемесячный выплачивают вместо 260, труженикам тыла 820 вместо 411. Но данная сумма была согласована по обращению главы Минфином Российской Федерации, и в конечном итоге эти суммы отражены в проекте. Принятие указанного закона позволит улучшить социальную защиту тружеников тыла и ветеранов труда Республики Ингушетия. Далее с докладом об исполнении республиканского бюджета за 2024 год перед депутатами выступил заместитель министра финансов Республики Ингушетия Магомет Костоев. Он отметил, что за прошедший год в бюджет региона поступили доходы в сумме 36 миллиардов рублей, что составляет 99,2% от утвержденного годового плана 36 миллиардов 535 миллионов 175 тысяч рублей. Основная доля доходов приходится на безвозмездные поступления из федерального бюджета, которые за отчетный период составили 28 миллиардов 937 миллионов 533 тысячи рублей. При утвержденном годовом плане 29 миллиардов 223 миллионов 459 тысяч рублей, или 99%. По сравнению с показателями на 2023 год объем безвозмездной финансовой помощи из федерального бюджета уменьшился на 13%. Также на заседании депутаты Ингушского парламента рассмотрели ряд законотворческих инициатив. Амина Зязикова, Билал Ахильгов, Магаз 24.